Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Курбангулы Бердымухамедов посетил детский оздоровительно-реабилитационный центр в городе Аркадак. В Туркменистане отмечается Всемирный день без табака. Авиарейсов в направлении Авазы станет больше и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихата Туркменистана Курбангулы Бердымухамедов посетил детский оздоровительно-реабилитационный центр города Аркадак, где на рабочем совещании ознакомился с деятельностью благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям. В центре проходит лечение и оздоровление сотни юных пациентов. Также сообщалось, что за счет средств фонда проведена международная математическая олимпиада среди школьников и принимаются меры для создания детской конной команды. Сегодня, 31 мая, прогрессивное человечество отмечает Всемирный день без табака. В этот день целью проводимых в разных странах мира мероприятий является привлечение внимания к рискам для здоровья, связанным с употреблением табака, и призыв к проведению эффективной политики для уменьшения масштабов употребления табака. В этом году эта дата проводится под девизом «Защитить детей от вмешательства табачной промышленности». В Туркменистане достигнуты большие успехи в деле борьбы с табаком. Кроме того, взяв на себя обязательства по достижению статуса страны, свободной от табака к 2025 году, правительство Туркменистана выступило крупнейшим донором борьбы с табаком в европейском регионе, оказав существенную финансовую поддержку для осуществления проекта Ашхабадской декларации. Авиакомпания «Туркменистан» увеличивает количество рейсов из Ашхабада, Мары и Туркменабада в направлении Туркменбаши. С началом сезона отдыха в национальной туристической зоне Аваза акционерное общество открытого типа авиакомпания «Туркменистан» увеличило количество рейсов, чтобы удовлетворить возросший спрос пассажиров. Были добавлены дополнительные рейсы по маршрутам Мары-Туркменбаши, Мары-Туркменабад, Туркменбаши-Туркменабад, а количество рейсов по маршруту Ашхабад-Туркменбаши-Ашхабад было увеличено до 16 в неделю. В Туркменистане идет активная подготовка к предстоящим выборам депутатов Меджлиса по 3 избирательным округам Ашхабада. Выборы назначены на 7 июля. Важный этап предвыборной кампании – выдвижение кандидатов начался 8 мая. В настоящее время проходят собрания, на которых партии страны – Демократическая партия промышленников и предпринимателей и Аграрная партия, а также группы граждан выдвигают своих представителей в кандидаты. Выдвижение кандидатов продлится до 6 июня, их регистрация до 11 июня. После этого кандидаты начнут представлять свои предвыборные программы на телевидении и встречаться с избирателями. Полат Байрамов, студент Туркменского государственного института экономики и управления, завоевал золото конкурса проектов в рамках Международной всемирной студенческой выставки инноваций iWise-2024 в Лондоне. Конкурс был организован по 3 основным направлениям – искусство, талант и STEM. Полат получил золотую медаль за свой проект «Обучение детей счету с помощью искусственного интеллекта». Его презентация была проведена в онлайн-формате, по окончанию которой студент ответил на все вопросы членов жюри. Участники, завоевавшие медали в онлайн-туре конкурса, приглашены на финал, который состоится в очном формате в Лондоне. В день своего 18-летия Шайла Джоли Питт, старшая биологическая дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, подала документы на отказ от фамилии отца. По информации инсайдеров, решение Шайла было осознанным и обдуманным. Она давно планировала этот шаг, и день совершеннолетия стал для нее символическим моментом. Ранее в одном из бродвейских мюзиклов младшая сестра Шайла, 15-летняя Вивьен, уже была указана только как Джоли, без фамилии отца. Американец Ларри Коннор, известный инвестор и недавно побывавший в космосе турист, намерен совершить погружение к затонувшему «Титанику». Цель этой амбициозной экспедиции – не только исследование знаменитого лайнера, но и демонстрация безопасности подобных подводных путешествий. Для этого Коннор планирует использовать двухместную подводную лодку, способную опускаться на глубину более 3,7 километров. Стоит отметить, что данная экспедиция станет ответом на трагическую аварию батискафа «Титан», произошедшую в 2023 году. Сразу 7 медалей, включая 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые награды, завоевала сборная Туркменистана на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике в Перу. На турнир съехались около 280 юных атлетов из 50 стран. Главной звездой туркменской команды стал Сулейман Джафаров, выступавший в весовой категории до 102 килограммов. Он превзошел всех соперников, завоевав золотые медали в рывке и в сумме двоеборья, а также бронзовую награду в толчке. В Улан-Удэ завершился гран-при
гран-при по боевому самбо, который прошел по новым правилам Лиги боевого самбо. В весовой категории до 88 килограммов победу одержал туркменистанец Суфхан Овезгельдыев. В соревнованиях приняли участие борцы из России, Монголии, Таджикистана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Киргизстана. Победители были награждены денежными призами в размере 100 тысяч рублей и чемпионскими поясами. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.